Город-герой Тхуарчал постепенно оживает и возрождается. Больница, кафе, рынок, школы, детские сады, места для досуга. Одним словом, жизнь здесь налаживается. Возможно, не так быстро, как в других городах республики, но за последние несколько лет сделано немало. Сейчас ведутся работы по реконструкции лестницы, которая соединяет нижнюю и верхнюю части города. Эта лестница была построена в 1961 году и с тех пор делался только косметический ремонт. На ее реконструкцию из республиканского и местного бюджетов выделено около 4 миллионов рублей. Лестницу уже очистили от лакокрасочных покрытий, нанесенных в разные годы. На данный момент вы что можете наблюдать? Что у нас процентов так на 80 уже в окончательном виде в покраске перила произведены. Сейчас у нас будет формироваться второй этап работ. Второй этап работ предусматривает нанесение резиновой крошки, покрытие резиновой крошки на ступеньки площадки. И завершать будем третьим видом работ. Это освещение. Мы в первый раз будем производить такое и в городе, непосредственно на этом объекте. Это освещение на солнечных батареях, на панелях солнечных батарей. Вот, значит, один из фонарей привезен, проходит, так скажем, свою работу. Мы наблюдаем за ним, будет он работать так, как его описывают или нет. Вот на протяжении целого месяца он работает стабильно. Таким образом, данная территория будет освещаться за счет солнечных батарей. Стоит отметить, что в Тхуарчале такая система будет применена впервые. Максимальное время работы до 12 часов. Вот. На данном этапе мы проверяем его на режиме 8 часов. И с учетом даже тех погодных условий, которые нас отвлекают от фронта работы, это даже дождевые погодные условия, все равно дают ему проработать. То есть он как принимает заряд на простом дневном свете, так и на солнечном луче. То есть фонарь в данный момент работает в той характеристике, в которой заявлен, нас не подводит, мы им довольны и, соответственно, приняли в окончательном решении, что будет именно эта модель размещаться здесь на площадке. Вот. Вы можете заметить, мы чуть-чуть отошли от каких-то строительных норм, не перекрыли данный объект, потому что не хотим лишать возможности горожан перемещаться, здесь более удобно для них. И поэтому даже все виды работ, которые ведем, так скажем, согласуем с нашим населением, которые видят это все с каждым днем, довольны, им это отрадно и приятно, что данный объект приходит в такую реконструкционную норму. Чтобы узнать мнение местных горожан, несколько ступенек покрыли резиновой крошкой. Горожанам эта техника понравилась. Покрытие резиновой крошкой – это не случайное решение, а обдуманное. Уходим уже от бетона, что, как говорится, является, наверное, примитивщиной в данном случае. Плюс у нее большие плюсы. Значит, она работает, живет, так скажем, в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 60. Вне зависимости от погодных условий лестница перестанет быть скользкой. Плюс ко всему, и это придает определенный внешний облик для самой лестницы, то есть данное покрытие. В рамках стоимости мы можем так сказать, плюс-минус, она немного отличается, но то преимущество, которое она предлагает, соответственно, никак не сопоставимо с простыми бетонными работами. Конечный результат отреставрированной лестницы должен порадовать как местных жителей, так и гостей города. Очень даже людям интересно будет подниматься, спускаться здесь. Очень многие специально приходят, чтобы вниз, вверх спускаться, подниматься. Соединяя нижние. В основном народ пользуется, и дети в школе, когда ходят, и учителя верхние, вниз в школу ходят, вверх ходят. Очень даже интересно людям ходить по лестнице, спускаться, подниматься. Я уверен, что если, так скажем, нас плачевно когда-то прозвали лет 10-12 назад городом-призраком, и сегодня удивляются, что мы здесь живем, если они смогли с наших, к сожалению, исторических руин, которые нам враги оставили, находить для себя комфорт для фотографий, то данная лестница, безусловно, будет одним из участков посещения туристов тоже. Очень хорошо, я только рада. И мы все тоже будем рады, конечно, процветанию нашего города.
Спасибо большое и вам. И строители, и те, кто инициировал данные работы, надеются, что это место станет центром притяжения горожан и одной из любимых достопримечательностей Тхуарчала. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.